Всем привет, 4 апреля, вырвался на рыбалочку, ребят. Время 8 час утра, погода 4 градуса, ну плюсом. Ну что, ребят, рыбачим, до сих пор рыбачим. Выехал сегодня, ребят, на Разнопланово. Вчера Женька был на рыбалке, поймал немного мелочи. Сейчас с утром перехватились, он сел чуть ниже. Поехал, там, говорит, хорошая сорога, Андрюха клюет. Я говорю, я повыше поднимусь. Также, ребят, пару часиков попробую по щуке. Ну, там десятка живца есть. Вдоль бережка расставимся. Посидим пару часиков. Ну, а после обеда поедем, ребят, на белую рыбу. Елец, плотва. Ну, разнопланово, ребят, посмотрим. Также половлю живца сегодня. Короче, просто будем рыбачить, ребят. Балдеть, отдыхать. Снегопад, то, что был, ребят, снег растаяло. Опять куча воды. Вот едешь, блин, забивает капитально. Надо тоже козырек вот такой же, отбойничек покупать и ставить. Потому что, ну вот, все вещи все сырые. Ладно, ребят, что, в 8 утра расставляюсь. Сейчас быстренько. И посидим, посмотрим. Жерлички достал. О, сколько воды, ребят, смотрите. Моментально все сыреет, блин. Надо достать сюда это. Вычерпать воду. Бур. Вроде быстро не ехал. А все равно вода, блин, залетает. Как ни крути. Вот так пока положу. Нормально. Ну что, вроде все готово. В принципе, лунки можно не дыряет. Старые луночки есть вот мои. Сейчас единственное раскидать придется. Потому что живца мало. Попробуем по метров 10 растянуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 штучек. 8 жерличек и поставим. Ну, посмотрим. Первое есть. Сразу, ребят, буду расставлять. Время не терять. Последнюю рыбалку, ребят, оборвал парочку. А заменить нечем, блин. Магазины закрыты. Запасы закончились. И прикупить, ребят, негде. Ладно, сейчас быстренько поставим. Айда, попадется нам щуканза хорошенькая на жареху. Тоже будет приятно. Погода теплая, но правда ветер, блин, капитальный. Раз, два, три. 3,5-4 оборотика. Как обычно, ребята. Глубина, наверное, с-подо льда может сантиметров 40. Что там у нас? Живчик. Ельчик. Давай, боец.
Первый пошел. Вот так вот. Ну и вот так. 8 штучек поставил, получается. Вот так и вот растянул, попетлял. Ну, поставил вот там почаще, потому что там очень много сработок было. Здесь 2 близко поставил, потому что там очень много сработок было. Короче, примерно после того раза, как здесь мы с девчонками отдыхали, решил здесь тоже поставить. Ну, посмотрим, что да как. Все, дела сделаны. Посидим сейчас, чайку попьем, подождем. Это у меня вот 2 порватых. 2 порванные. Надо срочно где-то найти на замену, потому что сейчас поедем. Может, на дальняк съездим, по щуке попробуем. Сегодня вот как раз живца хочу половить. Надо так штук 50 поймать, потому что пацаны хотят с города ехать. Не знаю. Так, что у нас по времени? 8 часов 19 минут 9. Ну, отлично. Как раз подождем сейчас до часиков 10. Ребят, первый флаг. Щелкнул, щучка вышла на охоту. Первая сработочка. Флажок. О, что-то вроде мотает, ребят. Так, здесь я немножко от берега отошел. Вот первая сработка. Будем подсекать. Первая сработочка у нас. Что-то остановила. Ух ты, завела, ребят. Завела. Обидно. Блин. Попал куда-то в коряжник, блин. Завела. Капута капитально, ребята. Капитально завела. Ё-моё. А тот раз у меня вот там стояла, ребят, жерлица. Вот старая луночка. Я чуть-чуть дальше отошел и не угадал, блин. Здесь дрова везде. Походу, до свидания. Что, ребят, походу минус жерлица. Не идет, глухой зацеп вообще. Придется рвать, походу. Угу. Все, оторвал. Ё-моё. Затянуло. Вроде не дал сильно разматывать. Короче, минус еще жерлица. Надо срочно где-то найти поводки, да, грузила. Ну вот первая сработка. И не наша. Походу щука, ребят, поперла. Только отошел оттуда, жерлицу несу, сработала. Сработала. Щучий жор, блин, капитальный. Иду прям на глазах, бам. Непонятно здесь. Не мотает вроде.
походу, ребят, срезала. А нет, есть мелкая. Есть не крупная. Но еще и живец. Живца спасли. Потречка вроде нормально. Еще рогаечка. Это вообще мелочь. Это мы отпустим домой. Давай, подруга. Иди гуляй, курносая. О, побежала. Так, ну живца спасли. Будем набитого живца пробовать. Так, одну-две поймать на жарежку и за живцом. Раз, два, три, четыре. Воды, конечно, килограмм. И ветер поднялся. Че, подруга, еще отработаешь одну? Вроде как плавает. Ребят, идет страшное. Не знаю, что будет, дождь или снег, но походу дождь. Капитальная, там туча идет. Ух, буря будет какая-то страшная, походу. Ребят, дождь начинается. Сейчас капитально зарядит, походу. Надо, наверное, ехать, садиться ловить белую, живца на выходные. Палатку поставить, да сидеть в палатке. Ладно, понятно, тут щука и все. Две сработочки, что? Ну, дождь он сейчас будет сильный, походу. Надо мотать. 9:30. Все, больше не срабатывает, жерлицы молчат. Прошла туча, такой дождь был. Не знаю, пересидел, вся собака сырая. Вон. Сколько воды нафигачила. Поедем, что, мелочь попробуем половить. Плотву, да что. Потом периодически. Через пару часиков сюда вернемся, посмотрим. Да так, в целом, просто ради интереса поставил. Вот 2 поклевки у нас было. Ну и ладно. Сегодня в планах все равно живца наловить, потому что на выходных хотим плотно заняться щукой. Новые места посмотрим. Короче, вот как-то так. Ладно, едем, ребят. Местечко. Мужики говорят, не клюет нифига. Сейчас попробуем что-нибудь поймать. Не хоти тут, ребята, в этом месте. Рыба ушла. Мужики вон на той стороне рыбачат. Там попробуем.
8 плотвов, страшно вообще. Живца наловили, ребят, штук 300, наверное. Приехал даже лес собрать, так как завтра буду планировать другое место. Здесь щука берет, но мелкая, ребят, будем искать крупную. Пару флажков стоит. Сейчас посмотрим. Здесь, ребят, какая-то борода даже, блин. Что-то все намотало, блин. Вымотало так, дай бог, блин. Петля какая-то получилась. Ладно, сейчас посмотрим, что тут у нас. Тут опять завела. Коряга какая-то. Нет, вроде тащу что-то, ребят, тащу. Ох, ребят, хорошая щука, смотрите. Взял девочку. Значит, тут у нас что? Ну, здесь вымотка небольшая. Срезала, наверное, живца. Да, срезала. Размотала так прилично. Ух ты, нифига себе. Смотри, ребят, зубы-то хорошие. Так что есть вариант здесь попробовать. Может, крупняк двинулся. Попробуем здесь тогда остаться. Завтра капитально уже. Поставим, добавим живцов. Добавим жерлиц, точнее. И уже будем смотреть. Ладно, здесь пока эту так поставлю. Живца я не брал. Там что? Ну там сработок нету. Эта сторона щелкнула. Интересно. Значит, здесь. Попробуем что-нибудь сегодня придумать в плане. Здесь тоже трава, ребят. Из-за этого нет сработки. Ладно, это уже вечером на обратном пути. Вот такие пирожки, значит, пошла крупненькая эта щука, ребята. Пошла. Будем смотреть, пробовать. Тут что у нас? Нормально. Живец хороший. Все хорошо. Ладно, надо отцепить. Вот такие уже можно брать. Улыбнитесь, дама. Улыбнитесь, дама. Улыбнитесь. Нормально, около килограмма. Завтра, ребят, приедем пораньше. И начнем рыбалить. Сегодня живца наловил. Нормально. Ну, сегодня и по плотве, ребят, отлично порыбалили. Килограмма 2-3, наверное, взял. Ладно, едем, еще вечер добьем. Женька еще рыбалит. Созвонился с парнягой, с Даней Шипенковым. Парняшка с города завтра приедет в гости. Ну, завтра порыбачим по жерлицам. Сейчас заряжаю остатки жерлиц, то что есть. Вроде как Даня привезет завтра тройничков на запас, блин. Ну и завтра приедем сюда. Я не знаю, поставим его куда-нибудь повыше, может. Или в те ветки. Короче, будем пробовать. Сейчас расставлюсь, времечко еще есть, и поедем домой. Ребят, с избытком вообще ништяк. Вот такая кучка. Отлично вообще. Надолбил
Женька еще взял там штук 20. Женьке долг отдал, потому что брал у него. Ну и крупничок, ребята. Нормально натаскали. Отлично. Сейчас быстренько расставляю. И домой. Ну еще ряд, ребят, дополняю. Вечереет уже. Баня стынет. Сейчас быстренько зарядим, чтобы завтра меньше работы было. Спокойно приеду. Приедем, точнее. И будет классно. Что, ребят, управился за полчасика. Дела сделал. Продолжим туда немножко. Сколько было жерлиц и туда. В общем, около 15 штук у меня получилось. Ну все, собираюсь. Завтра, ребят, рыбалка. Сегодня дела сделаны. Ну и то сегодня, в принципе, с хорошим уловом, я бы сказал. Совсем неплохо. Плотва, блин, долбит классно, ребят. Сейчас посмотрим. Где-то у меня безменчик был. Ложу сюда. Так, ну что у нас, ребят, по улову? В общем, накидали. Ну так, старался крупненько убрать. Мелочь не брал. Ну, 3,125 вместе с щукой. Щука где-то килограмм. Ну, 2 килограмма, ребят, хороший плотвы. Шикарный вообще. И лес, плотва. Ну и щука наша. Нормально, ребят. Вот как раз Женька едет. Сейчас поедем вместе. Ну, ребят, давайте до завтра. Завтра попробуем добыть щуки. А сейчас потихоньку до дому. Завтра у Дрюни гости, так что нормально. Опять циклон какой-то прет страшный. Время 6 вечера, 7 час. Нормально. Ребят, все равно не дома. Не на карантине, а на рыбалке. На природе. Ладно, прям. Успел. Такая погода пошла. Вот так и тут клево. Вот так нормально. Жора. Что, друзья, доброе утро. Второй день, 6 утра ровно. Вышел немножко пораньше. Ну, собрать маленько вещички. Да что, подзаправиться надо собаку. Небольшой морозик, -3 у нас с утра. Но это только с утра. Днем будет около 2 тепла, так что погода будет классная. Даня вот-вот на подходе, уже подъезжает. И будем выезжать, ребята. Сегодня у нас рыбалка по щуке, на жерлице. Отдыхать, кайфовать, ребят. Ну, как обычно, едем не за рыбой, а на рыбалку, правильно? Так что, ребят, понеслась.
назад. Так объехал. Ну, уже все, дороги у нас расстаялись. Уже быть вот как-то вот так краями карабкаться. Женька вот так вдоль заднего поселка ездит на рыбалку. Ну, потому что все, дорог нету. Ну, я вижу, Даня подъехал. Пойду встречать. Огородами прет. Ну, до сих пор двигаемся, передвигаемся, стараемся. Женька везет сани. Сейчас будем грузиться. Даня до машины пошел, забыл кое-что. Ну, Женька летит просто. Дань, давай, что, успехов. Делай вещи красиво. А там подойдет? Ну, все. На телефоне, если что, связь есть, ловит. До места. Получается, Женя самый нижний у нас сегодня. Даня по центру. Но Даня получилось так, что он эксперименты будет делать. Как бы место там есть щучье, но он и там хочет попробовать. Но я приехал к нашим жиличкам. Вечером шел дождь вчера, а под утро морозик хапнул. Сейчас надо будет отковыряться, подчистить луночки, все, чтобы было готово. Все на взводе. Если какие-то живцы сбиты, то поднасадить свеженького. Ну и ждать. Сейчас отковыряюсь, пройдусь по луночкам и будем рыбалить. Такой комплект, ребят, смотрите. Ну, я видел такой комплект, но не знаю, эффективные такие жалятся, неэффективные. Ну так-то прикольно. Сижу, делаю, у меня загарчик. Красиво слышно было. Потому что бубенцы делают вещи. Щелкнуло. Щука начала выходить. Первый загар. Посидим. Что-то, ребят, не мотает. Сбило, что ли, срезало. Угу. Сорвало живчика, ребята. Ладно. Ведро не взял сразу. Первый загар, ребят, у нас. Ну, мимо. Ну что, ребят, давайте ваше здоровье за рыбалочку. За щуку. Дай бог нам повезет и возьмем сегодня трофея. Крупную нам не надо. 1,5-2 килограмма, ребят, на стол. Самое оно. Да, ребят. Вот этот циклончик подкрался незаметно.
Сегодня, наверное, плотва берет, блин. Шикарно. Ну, снежок, это хорошо. Еще поездим. Это хорошо, ребят. Ребят, смотрите, какая красота. Охренеть. Я люблю такой, ребят, снег. Смотрите, какие хлопья. Просто, блин, замирает все, ребят. Буквально 15 минут назад была буря, снегопад. А сейчас он распогодилось, солнышко, возможно, выйдет. Вот такие погоды переменчивые весны у нас. Белые мухи, а он сейчас солнце будет. Ждем сработку, ребят, без 15:09. В принципе, самое начало такого ажиотажа. Позвонил Женьке. Показалось, что? Ага, показал. Позвонил Жене. Тишина, говорит. Дане было 2 сработки. Одна с утра еще, как только выставлялся. И вот одна сейчас до снегопада. Нормально, говорит, пожевала живца. И тоже выплюнула. Ну и мы ждем. Тишина пока. Женька тоже там ни хрена. 18 жили спускал, никогда не пьет. А у тебя тогда, я говорю, я оттуда приехал. Да. Вот там перешел, где-то мостик там есть, блядь. Я туда шел. 8 штук стояло, блядь. Да, я. Сейчас щуки бывает. А на следующий день приехал, одну только достал. Так посрезала. Ну тут мелко в основном, видишь. Не крупная еще. Нихуя себе, говорю, блядь. А тебя не было никто. Ага. Там мужики какие-то сидели, я говорю, чьи, говорю, уже, да, у тебя, говорит, сказали. Понятно, что? За беленькой? А нет, а пойду мелочь придет. Ну, что, ловится нормально, хорошо. Я там Женька уже час стою. Уже, блядь, давно уже рыбу наловил, пока с ним там болтала. Да, вон едут только люди, давай езжай. А, там место есть. Прикормлю. Ага. Блядь, сейчас скотина у меня дерется, блядь. Падла. Дерется собака. Что дерется? А? Что дерется? Обратно, блядь. А, обратно? Да, обратно хуя. Компрессия, да? У меня же старая собака уже, блядь. Ну. Задняя скорость он постоянно идти. Угу. Я переделал там. Ну я 10 раз ее уже переделал, блядь. Сейчас там сами на площадке стоит. Раньше было это с той стороны у меня стоял. Я там с Тольятти приходил, это реверс. А у него вал, блядь, сгрызло. Сыромятина она сделана, блядь. Где-то стоит херня, блядь. Неподвижный этот. У вариатора стоит. Он, блядь, болтается уже. Дома, вот, он закрепили на стороне. А этот Бурановский поставился, блядь, он уже хуйню вывел. Заебись! Застрял где-нибудь. Ну да, вообще классная тема. Заднюю скорость включил. Да, классно вообще. Ну понятно. Хорошая собака. Я там, у меня это, короче, поехал, блядь, хотел на поминку поехать. Ролик вот этот передний повернул вот так, он переворачивает, обычно слабо. Я туда трубу поставил. А, нифига. Он посмотрел. Но руки, если с места растут, так можно делать, но... Труба у меня там стоит. А, ну вижу, да. Это самое, поставил я. И все, на коммутах я в интернете посмотрел, там мужик один говорит. Ага. Кто-то, говорит, заебал, я переворачиваю, говорит. Два хомута, один хомут на трубу, а другой хомут через нее, двумя хомутами. Раз и все. А все самодельно, я 10 раз ее переделал. Собака, блядь, ну а что, возит, ты слышишь, нормально, не пешком. Лет 6, наверное, уже я покупал. Угу. Нормально, молодец. Так, что, поедем по грязи, потом разберем все, блядь, все помоем. Да? Подшипники наши. И обратно поехали. Еще поедет меня. Боишься заводить, блядь? Ну что ты? Перехвалили, слышишь? Да, наверное, перехвалил. Да, перехвалил.
12 часов ровно у нас. Женька полетел к себе. Даня у нас плотву душит там. Ну, клюет. Не крупная, но попадается. Пожалится, ну нифига. 2 сработки получается за сегодня. Ну и вот такие какие-то непонятные. Да. Выпили Женька по 100 грамм. Короче, ребят, не знаю, что погода в принципе неплохая. Солнышко светит. Ну, скучно как-то, скучно. Парнишка в гости приехал как-то. Хотели пожариться сегодня, но в оконцове никак. Хотя до этого щелкало и неплохо щелкало. Погода опять поменялась. Ветер, снег. И вот морозик небольшой. Короче, ребят, непонятно. Надо, короче, ребят, выдвигаться походу на большую речку, пока не поздно. Пока вот снег есть. Трофеев пробовать там ловить, потому что трофейная рыба, конечно, на большой речке. Ладно, что. Все-таки на рыбалке все равно будем продолжать день. Что-то пытаться ловить. Посмотрим. Сейчас Женька проверится там у себя. Нет, так пойдем на плотву, что. Но быть как-то стоять вот так. Здесь, если так, ребят, для подробностей, здесь не берет рыба. В камере все смотрели, рыбы здесь нету, даже белой рыбы. Она есть ниже немного. Ну и вся скопилась вот выше. В кустах там дрова. Поедем, наверное, потом половим. Там я обед приготовлю. Вот так как-то дела. Что, ребят, приехали на место. Ну, пацаны ловят плотву, что, нормально. Ладно, сейчас Женька пускай ловит с Даней. Я пока обед приготовлю. Обедаем. Короче, кайфанем, посмотрим. Вообще шикарная, да? Шикарная сорога. Сколько? 90? Ну, грамм 80, да, 90. 90, да. Слушай, ну тут и бывают такие красивые выходят вообще. еще, да? 150. Я так вообще не любитель, но вчера так привязался. Вот так вот будет клево. Вот так нормально. Сейчас зажарочку сделаем и макарошки поставим. И макароны попробуем. По-домашнему. Такие брикетики. 3 штучки сделаем. Лапша готова, ребят. Водичку сливаю и в жаркое туда отправлять будем. Женька приехал, жерлицы проверял. Тишина походу, ребят. Тема, брат. Вообще нигде. Да. Вот так бывает, ребята. Тишина. Я такого вот именно в этот магазин. Мне нравится этот магазин. Нет, вы должны ходить здесь дома. Я говорю, чего? Ребят, попробуем китайской лапши. Подсолить надо. Начал так проворачивать. Угу. С места трогаешься, а он не едет. Потом больше газа начинает.
Завела, Жень, завела. О, видишь? Достал, да, Женька? Вон она. Ну, такая хорошая, слышь. Может бегать. Что, ребята, обед готов. Пойдемте кушать. Давайте. Давайте. Пообедаем. Половим что. Перекусим, да, сейчас. Может, и рыбка захочет поесть тоже. Щука, к примеру. Не знаю, по щуке что-то я сомневаюсь уже, слышь, ребят. Может поставить, да? Ну да, почему нет? Весна же все-таки даже. Сейчас как бы такое дело. День длинный. И ты замучишься. Ребята, Даня тут уважил меня. Подарок надарил. Кепочки, лесочку, прикормочку. Вот такая, ребята. И летняя еще. Красава. Даня тоже без подарка не оставим. С Кавказа чай недавно пришел. Братский твой чай. Ну и Ратлина. Да, потихоньку будем сматываться. Такого Ратлина задарю. Да, но я тебе тоже без подарка не оставлю. Посылочка пришла. Чайковского. О, ароматы. Да, Южный год. заваришь. Вообще офигенно. Будешь балдеть сейчас на досуге. Да. Ну и Ратлина такого. Ратлин это тема, кстати, по Не щуке. знаю, любишь, не любишь, ну. Слушай, нет, клевая тема у меня есть. Будешь Кстати, пробовать. Ратлин, вон, покажи сейчас. Ну вот тебе в копилочку положим. Да. Ты как бы парень, смотрю, заряженный, Надо слышишь? активно бурить, активно играть. Да, заряженный, так что пускай лежит, слышишь? Да, да. Мало это, ли вспомнишь меня каким-нибудь добрым словом. Конечно, вспомню. Все, так что как-то Отлично, так. спасибо. Давай. Будем собираться. Неважно. Ну ладно. Главное есть, ребята. Ох. Скоро поеду. Смотрите, ребят, достал вот эту жерлицу. Хватала щук, оказывается. Вот эту плотву. Флаг почему-то не сработан. Но есть вот удары. Есть ударчики. Отпустим ее. Вот такие вот дела. Все равно нет ничего ходил. Что, звони, Жень? Поехал. Что, ребят, приехали до дома. Карабкаемся уже. Поля уже поскрывались, короче. Потихоньку, ну, карабкаемся. Что, ребят, добрались до дома. Ехали по полям. Поля уже вскрываются. Местами снега практически вообще нету. И прилетели, ребят, чибисы. Это говорит о том, что скоро пойдет лед. И зимний сезон, ребят, заканчивается. Потихоньку он заканчивается. Двухдневная рыбалка, ребят, показала то, что вчера ловилась и белая, и щука, а сегодня взялись по щуке, ребят. Ну никак, ну не получилось. Приехал Даня с города, ребят, молодой блогер.
начинающий, так скажем, потому что, ну, только растет, развивается, ребят. Тема ему интересна, нравится. И с меня, ребят, просьба, маленькая поддержка пацану, потому что пацан свойский с республики Коми. Ну, для меня это хорошие люди, потому что это земляки, во-первых. Во-вторых, простые пацаны, ребят. Для меня чем проще, тем лучше. Будем прощаться, родные. В целом кайфанули, хорошо. Несмотря на вирус, на вот эти проблемы, на эти суматохи. В лесу, на рыбалке, в тайге, ребят, спокойно, мирно и хорошо. Всем желаю крепкого здоровья, ребят, не болейте. Ну, давайте как-то будем бороться вместе. Давайте без паники, ребята, и все будет хорошо. Дрюня на связи. Всем мира. Всем пока.